7 927 304 1051. Присылайте вопросы, пожелания, темы для нашей беседы на СМС наш портал, а также с помощью мессенджера Telegram на этот же номер телефона. Смотрите прямую трансляцию нашего эфира в Фейсбуке и на Ютубе, она уже запущена. Присоединяйтесь к нашим каналам, подписывайтесь, то бишь, на них, да, для того, чтобы не пропускать все самое интересное. Сразу проанонсирую, что интересное ожидается сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, а именно после обеда, после 15 часов в программе «Послесловие» с Азаматом Саитовым будет депутат Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии Александр Ющенко. Тема за полгода до выборов, соответственно, да, потому что прошла информация, что Ющенко, возможно, будет баллотироваться на должность главы нашего региона от Компартии, и на эту тему, и по поводу многих других тем, я думаю, что разговор состоится с нашим коллегой Азаматом Саитовым после обеда, поэтому не пропустите. Сегодня у нас будет обзор прессы. Сегодня мы несколько раз проголосуем, поэтому свои мобильные телефоны, и не только мобильные. Ставьте на зарядку. Далеко, по крайней мере, не убирайте. И, что еще важно сказать, очень важный вопрос, да, по следам отзыва лицензии у Роскомснаббанка, бывшего Башкомснаббанка, поползли, можно сказать, да, слухи различного рода, кривотолки и интерпретации на тему того, что может произойти, что может ждать дольщиков одного из крупнейших застройщиков Уфы и Республики Первого Треста. На эту тему мы поговорим с генеральным директором компании «Первый Трест» Тимуром Гадеевым по телефону. Это будет во второй части нашей программы после 9:35, поэтому также далеко не уходите. Ну и я предлагаю начать с обзора прессы. Сегодня у нас сайты. Ну и, конечно, наша любимая музыкальная отбивка, и после которой мы вспоминаем, что в эти выходные нас встречал прекрасный весенний праздник, 8 марта, Международный женский день. Мы еще раз вас, милые дамы, всех вот так по следам этого праздника поздравляем, желаем вам любви и тепла. Но этот праздник был омрачен некоторыми событиями. Ну, например, вот ufa1.ru пишет статью о том, что нас жестоко обманули. В Уфе сорвалась музейная акция «Бесплатный вход 8 марта». История следующая, я так тезисно, да, за несколько дней до праздника в социальных сетях появилось объявление, что некоторые музеи Уфы женщины могут посетить в праздник бесплатно. Это 4 музея: Национальный музей Башкирии, Художественный музей имени Нестерова, Музей боевой славы и Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН. Ну, конечно же, эта новость обрадовала любителей музеев, и вот из Янаульского района Гульнара решила поехать в Уфу за 200 километров, мечтала попасть в археологический, посмотреть на золото сарматов. Я уверен, что многие наши слушатели видели это чудо. Еще более многие, как минимум, слышали, что-то есть у нас такие экспозиции. Да, если вы не были, то обязательно надо посмотреть. Но, в общем-то, ситуация следующая. С первыми 3 музеями все получилось, а вот музей археологии она попасть не смогла, ради которого, собственно, и ехала. Оказалось, что в обычные дни экспозиция работает с 10 до 17 часов, а в выходные, внимание, друзья мои, учреждение отдыхает. А экскурсии проводятся от 10 человек и по предварительной записи. Чего она, конечно, не сделала. То есть учреждение отдыхает, но если ты соберешь группу организованную, да, то ну, ради если такой вы идеи... заплатите, да, то... Ну, это, конечно, вот парадокс, который меня удивил в плане того, что, это выходные, это время, когда в Уфу съезжается и с районов, и у людей есть время походить и посмотреть достопримечательности, а просто музей не работает. Но, во всяком случае, мы опираемся на информацию статьи ufa1.ru. Как так? И в результате, получается, она не попала в этот музей. И она не попала. 200 километров женщина зря, собственно, получается, что проехала. Ну вот как в этой ситуации? Надо было позвонить, узнать или что? Ну, наверное, да, прежде чем ехать, стоит посмотреть, я не знаю, расписание на официальном сайте того же музея. Но с другой стороны, да, если была информация в соцсетях, в виде анонсов, что, друзья, приезжайте, женщины, да, вам вход будет бесплатен, это прям, конечно, печалька. Да? Опять же, на фоне разговоров о том, что мы развиваем туризм, я думаю, что тем людям, которые принимают решения, здесь нужно обратить внимание. И если не обязать, я не знаю, можно ли, да, обязать кого-то работать в выходной день, то, я не знаю, как-то продумать возможность все-таки изменения графика. Может быть, в понедельник есть смысл отдыхать все-таки таким заведением, как это бывает с театрами. Но у нас ведь тоже была ситуация, когда у нас в гостях был режиссер фильма «Великий Северный путь». Он, если я ничего, не знаю, как закончилась история, но он не мог попасть. Это был четверг, и он не мог попасть в четверг, потому что он не был записан, не было 10 человек.
музей. Печально. Это как в Москве очень сложно попасть в мавзолей Ленина, да, на Красную площадь придешь, график работы очень сложный, там время открытия тоже не всегда совпадает с моментом визита командировочного человека. Я был раз 40 и ни разу не попал. Ни разу. Кстати, мне один раз посчастливилось, так скажу, да, и то это было, я не знаю, там на раз 10-й, наверное, потому что, ну, как-то вот так совпало, что был день подходящий, и самое интересное, никого не было. Я один ходил у саркофага туда-сюда, направо, налево, и вспоминал рассказы еще в детском саду и там в начальной школе, как нам говорили, что очередь растягивается на 2 километра, что остановиться нельзя, идет вереница, и вот эта колонна. Ну, в общем, времена, видимо, поменялись. В общем, вы счастливый человек, Руслан. Продолжим обзор, значит, полицейские наведались на Демский рынок в Уфе. Пишет об этом медиакурсеть и вспоминает историю этого самого рынка, который местные жители все-таки считают не просто демским, а вьетнамским. Значит, история этого рынка началась, по данным издания, еще в 1997 году. Вот. И на сей раз полицейские пришли туда для того, чтобы поработать, так сказать, с незаконными мигрантами и выявить, видимо, таковых, да, соответственно. Издание также напоминает, что неоднократно уже производились попытки что-то поменять, да, навести порядок на этом рынке, однако все остается по-прежнему, ничего не меняется. Местные жители жалуются на то, что рынок находится недалеко, буквально там в шаговой доступности от железнодорожных путей, где стоят цистерны с топливом, и, соответственно, это все вместе, вот такое соседство, оно вызывает опасность. Да, вот 95 метров всего лишь до цистерн от этого заведения. Также медиакурсеть напоминает, что Чайченко, Станислав Чайченко, житель Демы, активист, неоднократно обращался с письмами и видеообращениями чуть ли не к президенту Путину с просьбой рассмотреть эту проблему, да, навести там порядок, однако хозяева рынка неоднократно меняли его название, и положение дел не меняется. Порядка 3000 человек по-прежнему ежедневно подвергаются реальной опасности, по данным Станислава Чайченко. Ну, кстати, да, я, по-моему, несколько лет назад вот слышал, что там чуть ли не его закрывают, да, и в результате он продолжает также успешно работать, и ничего не меняется. И среди жителей Демы очень много тех, кто уже давно ассимилировался, да, если правильно так сказать, из жителей Вьетнама, бывших граждан, да, которые уже являются, по сути, полноценными, по меньшей мере, жителями города Уфы. Ну вот что с этим делать? Есть ли какие-то предложения вообще? Я вот не знаю здесь, как судить, хорошо это или плохо, да. Главное, чтобы порядок был. Точнее, чтобы все это было законно. А это, конечно, вызывает вопросы, судя по материалу на медиакурсети, который вы можете прочитать. Да, но давайте вот вспомним радостную новость этих праздников. Салават Юлаев прошел дальше, победил своего соперника. 4-2 счет в серии. Мы поздравляем наших хоккеистов и идем дальше по плей-офф. И определился, кстати говоря, его соперник. Автомобилист из Екатеринбурга. Автомобилист из Екатеринбурга. Это, кстати говоря, команда, за которую очень сильно болеют ребята из группы «Чайф». Всеми нами любимые. Они прям всей командой ходят поддерживать. И, собственно, мы, конечно же, будем поддерживать наш клуб. Безусловно. И хочется сказать, что вот в день игры огромное количество медийных лиц было на арене, и все снимали это все в социальных сетях. Это радость, буйство. Ну, что, ты вот как следишь за хоккеем? Я не особо Да, скажу. я более-менее слежу, особенно во время плей-офф, когда даже смотрю матчи. Автомобилист в этом году был очень сильным клубом. Они первое место, по-моему, да, заняли, у них по ходу сезона все было хорошо, и, в общем, я думаю, что настрой у этой команды в этом году более чем серьезный. Существует клуб относительно недавно, ну, относительно общей истории там, того же Салавата Юлаева, по-моему, лет 10, да, существует он. Особых успехов не добивался, и вот в этом году все может быть очень серьезно, поэтому Салавату Юлаеву придется нелегко на этом этапе, как мне кажется. Ну да, и каждый год ребята из автомобилиста очень переживали по поводу его вылета там на самых ранних стадиях плей-офф, а, по-моему, даже и в плей-офф не выходили. Поэтому сейчас весь Урал будет топить, конечно же, за такую темную, да, лошадку. Можно ли назвать этот клуб темной лошадкой, или он традиционно в лидерах где-то? Сейчас ты про кого? Про автомобилист, конечно. Ну, наши понятно, что мы безусловно... Не, автомобилист как раз-таки, он мог даже и в плей-офф не выйти. То есть темная лошадка прям такая, у них мотивация зашкаливает, да? Как интересно мотивация у нашей команды?
Вот хотелось бы, чтобы все-таки наши вчерашние соперники, да, болельщики Магнитогорска в том числе нас поддержали. Однако вот судя по Там, тому, кстати, что... заруба какая-то. Да. То есть хоккеист Теему Хартиканин опубликовал, я так понимаю, в соцсетях фотографии убитых им лис, что, в общем, может интерпретироваться не очень однозначно, да, и у нас на сайте есть пост политолога Дмитрия Михаличенко, где он эту тему разбирает и, в общем, призывает не усугублять ситуацию, да, и считает, что этот поступок не совсем верный, потому что может вызвать обратную реакцию болельщиков Магнитогорского Металлурга, которые могут ополчиться на символ Салавата Юлаева, да, непосредственно на Салавата Юлаева, национального героя. А еще не утихли споры по поводу прошлогодних событий, когда Руслан Белый, приехав в Уфу, на эту тему пошутил довольно неоднозначно. Ну и вообще, вот удивительно, когда в вопросах спорта вмешиваются какие-то вот такие подковерные, каверзные ситуации. Но зачем? Да, выиграли, молодцы, но надо просто радоваться, поблагодарить соперника, как, кстати говоря, и сделал главный тренер, поблагодарил за отличную серию, пожелал удачи, успехов. Я не понимаю вот этой болельщицкой атмосферы, в которой хочется почему-то вот, ну, подколоть. Ну и так ребята расстроились, все же планируют идти дальше. Но классно поиграли, спасибо, идем, да, это же спорт. Тем временем Дмитрий нам пишет по поводу истории с музеем, что нужно уволить директора музея. Это вот был бы правильный выход на его взгляд. Присоединяйтесь, как и Дмитрий, к нашему эфиру. +7 927 304 1051. Хочу сказать несколько слов об экономике. Оказывается, значит, Башмедиа публикует материал. Норвежскому фонду рекомендовали избавиться от акций Башнефти. Вот такая вот интересная ситуация. Правительство Норвегии подготовило рекомендации для Государственного суверенного фонда, в котором рекомендовало избавиться от акций более 100 нефтекомпаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Среди этих компаний это российские «Новатэк» и «Башнефть». Значит, этому фонду, по данным Рейтера, принадлежат акции компании нефтегазового сектора на сумму 37 миллиардов долларов. Вот интересно понять мотивацию, да, почему все-таки... Какое обоснование, да? Да, то есть экономика здесь чистой воды или политика, да, или и то, и другое. Или есть у них какие-то, я не знаю, расчеты по поводу перспектив Башнефти, то бишь флагмана нашей экономики. Но подробностей здесь пока нет. Как говорится, будем изучать ситуацию дальше. Ну, Башнефть, насколько я знаю, сейчас Роснефть же. Да, конечно, но акции Башнефти продолжают торговаться отдельно на бирже, они котируются. В общем, меньшая доля, понятно, что контрольный пакет в руках Роснефти, но небольшая, миноритарный так называемый пакет акций торгуется в свободном обороте на московской бирже в том числе. Ну и хочется вспомнить 9 марта по следам отвратительной погоды, которая установилась в тот день в Башкортостане, в нашей республике. Произошла массовая авария с 12 автомобилями. Это, конечно, катастрофа чудовищная. Я видел видеокадры, которые рассылались в WhatsApp-чатах, в Telegram-чатах, да. В Благоварском районе страшнейший ДТП, 12 автомобилей. Несмотря на то, что МЧС предупреждали, кстати говоря, надо отдать должное, что своевременно почувствовать. Это удивительно, кстати, да, не так часто это бывает. Ну и, в общем, я сам 9 марта на север нашей республики отъезжал, и хочу сказать, что вот удивляют люди, которые на дорогах ведут себя, как будто прикупили где-то удачи. То есть едешь, вот не видно, глаз выколи, одна полоса в одну сторону, другая в другую, везде знаки «обгон воспрещен». Нет, есть бешеный водитель на четырке. Кстати, это вот моя примета. Смотрите, всегда есть бешеный водитель на четырке. Вот, который... немножко другие наблюдения. А у тебя другие есть, да. Ну, в общем, тоже есть. Да. То есть и он, вот умудряясь в отсутствии полной видимости, выходить на обгон, причем вот фуры двойные идут эти... Идет по GPS-сигналу, да, как летчик. Ну, как так? Вот, ребят, будьте аккуратны на дорогах. Сегодня вообще гололед, ну, во всяком случае, в Уфе такая вот даже ходить страшно. Кстати, вот то ДТП, о котором ты говоришь, оно произошло на участке, по сути, автомагистрали. Там широкая трасса, причем участок, который был сдан буквально 3 года назад, по последним стандартам он сделан, там все очень широко, отбойники, прямо, все, как говорится, идеально, казалось бы. Но вот видишь, да, то есть, что человеческий фактор никто не отменял. News102.ru пишут об этом. Напомним, друзья, можете зайти, посмотреть, обязательно ознакомиться с этим материалом. Ну и вообще, будьте внимательны. Сейчас весна, самое непредсказуемое время года. Не рискуйте зря. 1 секунда за рулем стоит жизни. Ну и продолжая, давай автомобильную тему по поводу Toyota RAV4. Ой, друзья, это прям весело все. Это ufa1.ru пишет статью вот о чем. Климат-контроль.
цветной дисплей и аудиосистема. Коммунальщики из Башкирии купят Toyota RAV4. Все требования описаны в документации на сайте госзакупок. Автомобиль Toyota RAV4 стоит более 2 миллионов, закупит коммунальное предприятие в Стерлитамаке. Соответствующий лот размещен муниципальной компанией на официальном сайте госзакупок 7 марта. И скажем, что это Межрайкоммунводоканал из Стерлитамака. Требуется новый внедорожник с пробегом не более 50 километров. Цвет серо-коричневый металлик с 5 дверями и черным салоном. Источник финансирования, собственные средства предприятия. Закупка транспортного для пополнения. МУП вот этого МУПа, значит, Стерлитамака. Это значится в поле наименования закупки. И аукцион уже сыгран. Между прочим, да, 7 марта разместили. Единственный поставщик, некое ООО, которое занимается автомобилем. Сообщает ли УФА-1 для чего? Или еще пока информации нет? Для нужд предприятия. Ага, вот я вижу, корреспондент направил запрос с просьбой разъяснить, зачем и кому потребовался такой автомобиль. Как только предприятие ответ даст, редакция его опубликует. Да, интересно будет послушать. Зачем? Вот зачем коммунальному предприятию этот внедорожник? Именно с такими характеристиками причем, да? То есть... Да с любыми, хочешь ты внедорожник Ниву, да? Родненькую нашу. Легко, 1,5. В 4 раза дешевле. Не в 4, в 2 с лишним, да, если хорошую брать комплектацию, например, да, если все-таки мы согласимся с тем, что надо хорошую комплектацию использовать. Необходимо, да? Для чего? Для чего? Вот надо спросить. Аудиосистема, система навигации. Еще там, наверное, какие-то удобства дополнительные есть, о которых мы не знаем. Черный салон, например. Кожаный обязательно. Да, красиво жить не запретишь, что. Молодцы. Ребята из Стерлитамака молодцы. Хорошо работают. Видимо. Это как продолжение истории по поводу аренды вот этого самолета, да, бизнес-джета за 4,5 миллиона рублей для полета в Сочи кого-то из руководства нашей республики, но до сих пор еще официальной информации на этот счет, да и неофициальной, четкой нет, да, кто этим самолетом воспользовался, хотя очень хотелось бы узнать, кому не захотелось купить билет, я не знаю, хотя бы даже в бизнес-классе и слетать в Сочи, не такой уж и дальний свет, да, для того, чтобы, в общем, арендовать бизнес-джет. А для чего вообще? В эконом-классе вполне, вот я сколько раз летал, главное место просто удобно в салоне сразу занять, например, где проход, то есть, чтобы ноги вытянуть. Вот в Сочи вообще, как говорится, близко, да, не успеешь оглянуться, там взлетел, покушал, немножко отдохнул. Из Уфы с пересадкой через Москву. Бывают и прямые рейсы. По-моему, зимой нет. Зимой, возможно, нет, но как бы ни было, все равно вопрос решаем. Да, конечно, решаем. Продолжая обзор прессы, материал на Идель Реалиях о том, как Мария Баронова заявила, что многие региональные оппозиционеры выступают за дробление России. Вот такой вот серьезный, значит, материал здесь есть. Значит, об этом она рассказала в интервью каналу RTVI. Многие из региональных оппозиционеров, по ее мнению, уверены, что, цитирую, «Россия должна быть раздробленной». Одни сторонники Идель Урала, другие башкирского самоопределения, заявила Баронова в интервью этому изданию. Значит, они сторонники какого угодно самоопределения, кроме русского. Это безумие какое-то. Надо думать, как нам сделать Россию в ее нынешних границах хорошим местом, а не раздробить нафиг, подытожила Баронова свои мысли. Значит, в ходе беседы был затронут вопрос и статус Крыма. Отвечая на этот вопрос, чей Крым, она заявила, что Крым — это самое справедливое событие, которое произошло с Россией за последние 100 лет, совершенное самым несправедливым и нечестным путем. Вот такая вот формулировочка интересная. Издание напоминает, что Мария Баронова — это одна из ярких представительниц такого, скажем, оппозиционного движения либерального, которая работала вместе с Михаилом Ходорковским последние годы, и вот совсем недавно устроилась на телеканал Russia Today, который известен, скажем, немного другими своими взглядами и позициями. Статья Рамазана Алпаута на Идель Реалиях на эту тему более подробно. Ну что, у нас осталось еще несколько минут. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 927 304 1051. Присоединяйтесь к нашему эфиру, комментируйте и присылайте вопросы. Также, кстати говоря, у нас есть телеграм-канал с этим же номером. И вот к нам тут что-то поступает, но пока, к сожалению, не загрузилось, и я чуть позже это смогу прочитать. А сейчас вот давай-ка мы с тобой вернемся к теме 8 марта, да, поскольку праздник все-таки не так далеко позади, и на эту тему проголосуем. С удовольствием. Так, ну что, у тебя открыт материал? Да, или сейчас мы его открываем. Вот у нас пишет
Также. ufatime.ru. Материал, значит, о том, что две известные уроженки Башкирии вошли в топ-50 российских женщин. Медиалогия составила рейтинг российских женщин по итогам марта 18-марта 19, то есть за 1 год, да, отчетный период. И аналитики посчитали количество сообщений об известных персонах. В топ-50 вошли две уроженки Башкирии. Это председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая заняла 8-е место, между прочим. 66 274 раза ее упомнили СМИ. Ну и Земфира оказалась на 48-й строчке, 12 174 раза ее упомянули. Слушай, действительно, это вот наши землячки, да, и такие известные. А вот кто из них все-таки значимее и важнее для республики? Кто останется в памяти народа на более долгий срок и как более такой вот, я не знаю, там... Ну, как флагман республики, я думаю, Земфира. Потому что, ну, мало кто там, ну, вот на всероссийском уровне, на федеральном, позиционирует Эльвиру Набиуллину как выходицу из Башкортостана. Ну, знаешь, но она ведь у нас чуть ли не третий человек в государстве. Нет, это 100%. Она да, ведь принимает важные решения. Но это знаешь, как вот Хабиб Нурмагомедов в ММА, он вот Россию, но про Дагестан, понимаешь? Слушай, давай проголосуем. Что наши слушатели думают на этот счет? Да. Если вы считаете, что Земфира имеет в этой паре, да, максимальное значение для нашей с вами республики, 262, 72, 47. Нет, Эльвира Набиуллина и ее деятельность куда важнее для республики и для страны в целом. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Вот уж будет интересно, давненько у нас две женщины в голосовании не сражались. Причем такие разные, да, казалось бы, как их можно рядом ставить. Но все-таки они, наши землячки, наши соотечественницы, они прославились, в общем, на всю страну и не только за ее пределами, они известны. Поэтому 262, 72, 47. Номер для тех, кто считает, что Земфира, певица, наша с вами соотечественница, она является более значимой фигурой в общероссийском масштабе и как бы более... Она что, пиар, да, Башкортостана? Да, или как? да, Вот, да, то есть да. Для Башкортостана именно, да, как флаг Башкортостана. Да, хорошо. Если Эльвира Набиуллина, уроженка Уфы, которая последние годы довольно успешно, или неуспешно, как некоторые критикуют ее, да, работает во главе Центробанка, то голосуйте по номеру 262 72 48. Земфира или Эльвира Набиуллина? Вот он вопрос. Вот как ты? Ты бы за кого сейчас позвонил бы? Я все-таки склонен голосовать в данном случае, наверное, точнее призываю, да, и я проголосовал бы за Эльвиру Набиуллину, просто потому что вот у нас страна такая. И, в общем, тот человек, который находится во власти и принимает решения, влияет на судьбы миллионов людей, так или иначе значимее. Я бы за Земфиру. Почему? Ну, вот когда она громыхнула, огромный интерес к республике прям, ну, был проявлен именно с точки зрения... То есть у нас был Юрий Шевчук, который за много лет до Земфиры флаг Уфы, флаг Башкортостана поднял, так гордо, да, на музыкальной сцене. И потом Земфира. Ну, и это все-таки мое детство. Эльвира Набиуллина далеко. Ее вот не послушать. 262 72 47 Земфира, 262 72 48 Эльвира Набиуллина. И мы подводим итоги этого голосования экспресс. И цифры у нас довольно интересные, на мой взгляд, неожиданные. 54%, 57% в последний момент за Земфиру и 43% за Эльвиру Набиуллину. Мы прерываемся на новости, после этого вернемся в нашу студию. — 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Возгорание на вспомогательном оборудовании и установке вторичных процессов на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе оперативно ликвидировано. Об этом ТАСС сообщил представитель завода, принадлежащего Роснефти. По словам представителей администрации, выпуск продукции на НПЗ не прекращался. Пострадавших нет. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии отсутствует. Российские интернет-тролли планируют вмешаться в выборы президента США в 2020 году, используя новую тактику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. По данным специалистов, тролли начали создавать разногласия по политическим вопросам, используя записи с фальшивых аккаунтов, а не создавая свой контент.
Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент. Как заявила представитель правительства региона Эльза Артади, бежавший в Бельгию Пучдемон будет выдвигаться от возглавляемой им коалиции «Вместе за Каталонию». По словам Артади, таким образом в регионе хотят привлечь внимание к репрессиям Испании в отношении бывших каталонских политиков. Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика вернулся на родину. Он проходил двухнедельное лечение в Швейцарии. За время его отсутствия в стране вспыхнули массовые протесты против решения 82-летнего главы государства выдвигаться на 5-й срок подряд. Президентские выборы в Алжире состоятся в этом году, и возвращение президента вряд ли поможет властям справиться с текущими акциями протеста. Так считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По официальным даже данным, человек находится в весьма тяжелом состоянии. Частичная потеря речи. Теоретически можно его в состоянии, полутрупа вернуть на родину. Да? Но что это изменит? Это на самом деле бесчеловечно к представителям самого алжирского правящего режима, этого несчастного Абдель-Азиза Бутефлику. Сейчас его, по сути, выталкивают на катафалке туда. И абсолютно алжирский режим, его проблема состоит в неспособности даже найти альтернативу этому человеку. Выборы через месяц почти. А ситуация уникальная. Главный кандидат и носитель власти, он находится в больнице. Он уже последние 2-3 года редко появлялся на публике. Сергей Балмасов добавил, что у нынешнего правительства масса проблем, связанных с падением цен на нефть в 2014 году. В Москве сейчас +1, днем от 2 до 4 градусов тепла, небольшие осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Представители Уфимского штаба Алексея Навального 10 марта провели одиночные пикеты против изоляции российского интернета. Основной митинг в связи с этим прошел в Москве на проспекте Сахарова. Также согласованные акции были организованы в Хабаровске и Воронеже, говорится в сообщении Уфимского штаба. Так как в Уфе митинг не удалось согласовать, активисты вышли на одиночные пикеты, чтобы продемонстрировать свою точку зрения на ситуацию. Напомню, в России может быть создана инфраструктура, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам. Документ прошел первое чтение. В Уфе на начальника цеха ОМПО напал подчиненный с пистолетом. Как сообщает про Уфу со ссылкой на собственный источник, конфликт произошел 8 марта на парковке около машины пострадавшего. Сначала 27-летний токарь несколько раз выстрелил в машину, а затем один раз в ногу начальника цеха. Как сообщили Эху в пресс-службе МВД, нападавшего задержали и изъяли пистолет. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По предварительным данным, конфликт между начальником и подчиненным возник из-за невыплаченной заработной платы.
Датчик, который зафиксировал превышение ПДК диоксида серы в Сибае в 54 раза, неисправен. Об этом сообщили активисты движения «Сибай-Дыши» в соцсетях. 8 марта они сняли датчик, который был установлен на улице Нуриманова, и сверили показания с датчиком в поселке Золото. В одном и том же месте показания существенно разнились. Активисты приняли решение отправить неисправное оборудование производителю. О результатах экспертизы активисты сообщат в группе «Сибай-Дыши». Напомню, превышение ПДК диоксида серы в 54 раза было зафиксировано на прошлой неделе. По данным мэрии города, концентрация была превышена лишь в 9 раз. По данным администрации, на сегодня превышение ПДК диоксида серы в воздухе не зафиксировано. В продолжении темы. Еще 250 детей отправились в санатории Крыма утром 10 марта. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Сибая Рустем Авзалов. Первая группа детей из Сибая уже вернулась с отдыха в Крыму 6 марта. 250 детей с 20 февраля находились на лечении в санатории «Мечта» в Евпатории. Напомню, решение о приеме на оздоровление 500 сибайских детей, живущих в непосредственной близости от тлеющего карьера, было принято руководителем Крыма Сергеем Аксеновым в ходе визита крымской делегации в Башкирию. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе значительная облачность. Ветер с порывами до 12 метров в секунду, преимущественно без осадков. Температура воздуха до плюс 2 градусов. Сейчас за окнами облачно, 2 градуса тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. У микрофона Денис Ганиев, Руслан Валиев и Никит Полин. За звукорежиссерским Да, пультом. мы тут. Номер для ваших смс-сообщений прежний, +7 927 304 1051. Не забывайте при этом подписываться, присылайте вопросы и другие комментарии на тему того, что вы слышите, да и не только на тему того, что вы слышите. Значит, у нас запланировано сейчас вот что. То, что мы анонсировали, в принципе, в начале программы. В минувшую, не пятницу, в четверг, да, в последний рабочий день Центробанком России, который мы сегодня уже вспоминали в связи с Эльвирой Набиуллиной, да, была отозвана лицензия Роскомснабанка. По сути, последнего регионального крупного банка, который работал на рынке розницы, привлекал вклады людей. И, в общем, со вкладами, наверное, более-менее все понятно. Да? Агентство по страхованию вкладов, поскольку банк являлся его частью, компенсирует людям деньги в размере... Тут переживать, в принципе. Конечно, там, наверное, 99,9% вкладчиков все-таки имели суммы в пределах 1 миллиона 400 тысяч. И здесь нет проблем, схема отработана за последние 5 лет. Несколько сотен банков были закрыты, и, в общем, никто не жаловался, да, люди получали свои деньги. Вот. Но сразу вслед за этим событием, вслед за отзывом лицензии Роскомснабанка, в соцсетях и мессенджерах начались такие попытки, что ли, обратить внимание дольщиков и потенциальных покупателей на наличие аффилированности банка и застройщика «Первый Трест», одного из крупнейших застройщиков нашего региона. И, соответственно, стали предполагаться возможные вытекающие из такой связи проблемы. Да? То есть люди, которые планируют приобрести квадратные метры у застройщика. Тут даже, наверное, не те, которые планируют, а те, которые уже приобрели и оплатили, собственно, конечно, в ожидании, да? То есть дольщики, которые находятся в процессе ожидания своего жилья, могут в этой ситуации начать беспокоиться, что, наверное, логично. Действительно, что как бы я сам об этих разговорах, вот в первые же часы после информации о том, что лицензия была отозвана, я много таких вопросов услышал. Ну да, пошла волна такая интереса.
И переживаний, скажем. Соответственно, эту тему хотелось бы прояснить, и в связи с этим мы сейчас попробуем дозвониться до генерального директора застройщика «Первый трест» Тимура Гадеева и спросим у него информацию. Уточним из первых уст, как говорится. Эксклюзив у вас, друзья, уважаемые слушатели, сейчас будет. Именно. Что же на самом деле происходит, насколько велики риски для застройщиков в этой ситуации, есть ли они вообще, и что в этой ситуации, соответственно, делать дольщикам «Первого треста», которые, наверное, совершенно справедливо в этой ситуации переживают. Итак, Тимур Гадеев у нас на проводе. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Руслан. У микрофона, да, Руслан Валиев и Денис Ганиев. Здравствуйте, Тимур. Вы, наверное, слышали, да, о чем мы говорили. И вопрос, в общем, такой. Действительно ли есть связь между банком, Роскомснаббанком и застройщиком? И, соответственно, может ли отзыв лицензии у банка вызвать какие-либо сложности со стройкой возводимых объектов? Во-первых, хочу сразу положить конец этим слухам об аффилированности между Первым трестом и банком. Это, мягко говоря, неправда. Действительно, насколько мне известно, банк кредитовал большинство крупных башкирских застройщиков, но Первого треста среди тех, кто получал финансирование, никогда не было. Более того, после изменения законодательства в области жилищного строительства мы, как ряд крупных региональных застройщиков, перешли на работу с проектным финансированием и эскроу-счетами ведущих крупных российских федеральных банков. Так что какого-либо влияния на строительство наших объектов ситуация с Роскомснаббанком просто не имеет. Финансирование строек идет стабильное. Сами строительные работы идут точно в соответствии с утвержденными графиками. В принципе, любой желающий может убедиться в этом лично, проезжая мимо наших строящихся объектов, либо зайдя на наш сайт и посмотреть с помощью веб-камер. Что же касается злонамеренных попыток вбросить недостоверную информацию о связи собственников или руководства Первого треста и банка, или в каких-то иных несоответствующих действительности слухах, направленных на дискредитацию нашей компании, то, понимая всю полноту ответственности перед нашими дольщиками, мы будем защищать репутацию нашей компании всеми существующими в российском законодательстве способами. То есть мы вынуждены будем обращаться в правоохранительные органы и в суды. Скажите, пожалуйста, а вот с дольщиками какую-то работу проводите, я не знаю, разъяснительные там письма, может быть, рассылаете? Встречи. Чтобы действительно вопросы эти снять сейчас. Да, конечно. Дольщики обращаются в отделы продаж Первого треста, и менеджеры все объясняют, что это не соответствует действительности на самом деле. Ну, а много обращений было вот за эти дни? Ну, достаточно. В первые дни был небольшой шквал. Все люди переживали по этому поводу, звонили. Но наши менеджеры успокаивали людей. И, действительно, ситуация, любой дольщик, который звонит, он смотрит то, что работы все продолжаются. И помимо того, что продолжаются, в полном соответствии идут. То есть у нас нет каких-либо остановок, либо еще что-то, чего-то. Скажите, пожалуйста, Тимур, верно ли предположить, что, в принципе, те графики, которые вот до минувшего четверга у вас предполагались по сдаче, они будут выдержаны? Конечно. В этом не сомневайтесь. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Мы благодарим нашего собеседника. На прямой связи со студией был генеральный директор застройщика «Первый трест» Тимур Гадеев, и он прокомментировал ситуацию вокруг вот этой возможной аффилированности Роскомснаббанка с Первым трестом и по поводу рисков, соответственно, дольщиков, которые, по его словам, судя по всему, отсутствуют, да? Уважаемые слушатели, если у вас есть знакомые, которые переживали по этому поводу, смело отправляйте их на наш канал на YouTube, отправляйте им ссылки, чтобы
Да. Услышали из первых уст информация, вот вы все сами слышали. Мне кажется, что это очень важный был сейчас звонок, очень важная информация для жителей нашей республики, нашего города. Конечно, не хотелось бы, да, панику в этой ситуации раздувать, да и вообще обманутые дольщики — это больная тема для нашей республики. И ну, знаю, как любят раздувать конкуренты в первую очередь, ну и вообще там заинтересованные люди, я думаю, что сейчас это было важно. Кстати, а зачем вот раздувать? И так рынок строительства у нас сужается. В общем, количество вот этих самых конкурентов, оно становится меньше. Ну, в общем, понятно, да, раз покупательная способность людей падает, квартир покупают меньше, хочется все-таки продать свои. У тебя купили, и в этих конечно, условиях, конечно, да, любой конкурент, даже ослабевший, он является все-таки конкурентом, и хочется его, мягко говоря, прогнать с рынка. Ну, четко, внятно мы все услышали, идем дальше. Да, меняем тему. Да. Вчера в некоторых городах России, в том числе в нашей столице, нашей родины, в Москве, прошла акция в защиту интернета. Довольно-таки массовая акция была, если сравнивать ее с последними какими-то такими массовыми мероприятиями. Вот, например, я напомню, акция в память Бориса Немцова, которая прошла в конце февраля, набрала около 10 тысяч участников. Да, по данным, опять же, самих же участников. По данным МВД там еще меньше было. А вот акция в защиту интернета, которая состоялась вчера в Москве на проспекте Сахарова, набрала около 15 тысяч человек, что, в общем, на 50% больше, ну, конечно, в разы меньше, чем, например, эти акции собирали там, 7 лет назад, в период так называемого болотного процесса. В Уфе никаких акций на этот счет не было. Хотя, я подчеркиваю, акция была не только в Москве, но еще и в нескольких городах. Ну, вот, например, в том же в Петербурге. Не везде все прошло без эксцессов, хотя эти акции в основном были согласованы в той же Москве, да. Вот хотел бы я открыть информацию на «Медузе», где, значит, есть такой эпизод. Сейчас, одну секунду. По поводу шаров. Пока у меня открывается... Были шары. Да, были шары. Смотрите, друзья. Так вот, в Уфе эта акция не прошла, не состоялась, да просто потому, что элементарно не нашлось тех, кто бы эту акцию заявил, там, согласовал, организовал и так далее. Хотя, в общем, мы город большой, и тоже активные пользователи интернета. Вообще, по многим показателям в этом смысле мы впереди планеты всей, да. У нас интернет раньше стал качественным, у нас большая конкуренция. Короче говоря, мы здесь ни в коем случае ни от кого не отстаем. И также, в общем, наверное, страдаем от различного рода блокировок и ограничений, которые в последнее время все больше и больше распространяются на сферу интернета. Вопрос к вам, друзья, простой. Вот если бы в Уфе акция в защиту интернета все-таки была организована, была бы согласована, вы бы на нее пошли? Вот, то есть вас волнует эта проблема, и вы готовы в выходной день там, потратить 2 часа времени в довольно-таки прохладную погоду для того, чтобы пойти. Так вот, если бы вы пошли на этот митинг, пожалуйста, голосуйте по номеру 262 72 47. Нет, вы бы на него не пошли. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47. Вы бы пошли на митинг в защиту интернета, если бы таковой был организован в Уфе и согласован региональными властями, как это было согласовано в Москве. Да, пошли бы 262 72 47. Нет, не пошли бы 262 72 48. Есть у нас уже какие-то мнения слушателей по этому поводу или пока нет? И вот я смотрю, что... Я просто пытаюсь понять, вот проблема-то информации, да, в интернете. То есть это вот по следам всех этих законов, которые запрещают делать репосты, ругать власть там, и так далее и тому подобное. Правильно? Конечно, конечно. Суть в этом, да? На прошлой неделе Госдума приняла в 3-м чтении закон о так называемом суверенном интернете. Кстати, эту тему мы более подробно разбирали в программе «Персонально ваш» с генеральным директором компании «Уфанет» Искандаром Бахтияровым. Это было в четверг. Кому интересна его точка зрения по поводу того, насколько это будет работать, вы можете послушать полную версию у нас на сайте эхо.mskoufa.ru. Так вот, это был один из 2 законов. Второй закон касался фейковых новостей. Вот, и, кстати, это у нас отдельная тема, да, хотелось бы ее тоже затронуть. Пока что вот какая информация. Буквально, где же это все? Очень большой материал на «Медузе». Значит, речь о том, что часть участников этой акции пришли на нее с шариками. Значит, за это их задержала полиция. За шарики? За шарики, прекрасно. Да. И, значит, один из журналистов написал об этом в Телеграме, точнее, в Твиттере, что якобы эти шарики были признаны незаконными беспилотными летательными средствами. Я уж не знаю, насколько это серьезно. Возможно, это, конечно, шутка юмора, да, но как бы сам факт остается фактом.
Друзья, я напоминаю номер телефона. Все-таки вот, да, такие вещи у нас имеют место быть. Если бы вы, точнее, если бы митинг в Уфе в защиту интернета все-таки проходил, вы бы на него пошли. 262-72-47. Не пошли бы 262-72-48. Кстати, ты, Денис, пошел бы? Я бы... Да нет, я бы вот не пошел. По одной простой причине, что я не верю, что можно отключить интернет. Вот честное слово. Ну, знаешь, вроде отключать никто не планирует, но ограничивать. Ну, ограничивать... Вот ты как поступаешь, когда тебе нужно скачать с торрента что-нибудь, а рутрекер, как известно, заблокирован? Я вот, честно скажу, я просто пытаюсь вспомнить, я очень давно ничего не качал, вот, нет, чистая правда. Да, ну, вспоминая случай с Китаем, где вообще все запрещено, просто я вот аналогию с этой страной привожу. И там это работает, запреты эти. Работает, но мы сидели спокойно во всех социальных сетях. То есть качаешь специальное приложение, оно абсолютно бесплатное, и ты, в общем-то, через него заходишь. Вот как-то так. Но это проблема, да, то, что там нужен Wi-Fi и так далее. Хотя, наверное, с этим проблем тоже нет, по сути. Дома Wi-Fi есть. Ну, вот не знаю. Честно скажу, я как-то вот не особо озабочен этой проблемой, хотя постоянно слушаю информацию, но я считаю, что это не совсем правильно, там, за репост какой-то статьи. Это мы возвращаемся в Советский Союз же. Ага, вот все-таки раз мы возвращаемся в Советский Союз, значит, наверное, есть смысл выйти на митинг и сказать, что нет, не хотим возвращаться в Советский Союз, хотим свободы вот интернета. Сейчас я уже начинаю задумываться. Друзья, если вы тоже начинаете задумываться и все-таки готовы были бы выйти, 262-72-47, нет, все-таки вас все устраивает, например, да, как изначально Денис сказал, что, в общем, при желании все работает, и эти ограничения вас не трогают, или, в принципе, все правильно делают, вы считаете. 262-72-48. Кстати, правильно делают, или, в принципе, вас ситуация устраивает, вы можете к нам присылать на номер +7 927 304 10 51 свои мнения. Кстати, по поводу нашего голосования про Эльвиру Набиуллину и Земфиру, вот приходит сообщение. За обеих готовы голосовать, тетя Роза. Каждая на своем месте важная. И Набиуллина, и Земфира. Ну, в общем, наверное, все правильно пока. Да, но при этом у нас в голосовании разделились мнения. Соответственно, к нам прислал Алексей сообщение в Телеграм. К сожалению, иероглифы разобрать не могу. Ну что ж, блин, Телеграм... Вот, кстати, последствия, наверное, того, что происходит у нас с интернетом. С одной стороны, Телеграм работает, вроде сообщений получает, но эти сообщения приходят в непонятном виде. Слушай, ну вот есть классная новость в поддержку темы про интернет, про фейковые новости. Информационное агентство .news написало открытое письмо, выложило его в интернет на своем портале председатель Госдумы Володину. Прочитав, значит, они пишут, что редакция .news готовит расширенный материал на тему «Новый закон о фейковых новостях» и как он отразится на публикациях в СМИ. В связи с этим прошу ответить, это главный редактор .news пишет. Как теперь писать новости на тему Пасхи? Христос воскресе. Не будет ли это фейковой новостью? Так. А второй пункт. Как, по-вашему, воскрешение Христа — это фейк или реальность? Третье. Какой штраф последует для СМИ за это дерзкое освещение очередного фейкового праздника в России, или это все-таки реальность? И лично вы сможете доказать воскрешение Христа как факт, или это все-таки фейк? Вот главный редактор Фоминцев или Фоминцев 8 марта это письмо отправлено. Вот я аплодировал стоя, когда увидел этот материал. Потому что действительно, а как вот у нас зачастую пишут закон, а потом нужно, у меня юридическое образование, и потом нужно толкование этого закона, потому что вот не поймешь, что там. Причем толкование там в разы толще, в плане этой книги. Да. Вот как? Ой, ну, я думаю, что признать фейком? Все что угодно. Друзья, я вот напомню, да, кто, возможно, прослушал, это обратились журналисты к Вячеславу Володину, председателю Госдумы, который, соответственно, не он лично, а Госдума, да, приняла закон о фейковых новостях на прошлой неделе и, соответственно, в общем, ставит в тупик данное письмо, потому что, в общем, ну, в здравом уме находясь, ответить на него серьезно, делая вид, как бы невозможно. И, в общем, это бросает тень на весь закон в этом смысле, и начинаешь, наверное, задумываться все-таки, а насколько этот закон был адекватен. Тем временем мы голосуем с вами. Если бы вы вышли на митинг в защиту интернета, если бы таковой был проведен и согласован в Уфе, 262-72-47. Нет, не вышли бы 262-72-48. Подведем итоги нашего голосования. Есть у нас итоги. Большинство, но относительно такое не абсолютное, да, 61% сказали, что вышли бы на этот митинг, если бы он у нас был проведен. И целых 39% не считают это важным. И, в общем, бы его проигнорировали, даже если бы он у нас в Уфе состоялся. Такие у нас результаты. Спасибо всем, кто голосовал. Мне кажется, что люди проголосовали, что не вышли бы по одной простой причине, что предполагают, что не сработает. Ну и что? Мы вышли, да? А что, отменят закон?
Ты знаешь, как бы это же не так работает. Как бы как? понятно, что после каждого выхода 1000 человек там законы не отменяют. Да. В общем, но другое дело, когда вот эти вот протесты становятся системными, и на них все равно начинают обращать внимание. Условно говоря, вспоминая конец 11-го, начало 12 года, вот эти 50-тысячные акции протеста в Москве, они все-таки к чему-то привели, к некой либерализации законодательства, банально скажу, да, вернули выборы губернаторов тогда. Какие бы ни было, какие бы там муниципальные фильтры не оставались, но все-таки к тому времени... Ну, то есть это работает все-таки, да? Да, и, кстати, облегчили процедуру регистрации партии. На тот момент, по-моему, было всего 7 партий в стране, настолько была вычищена поляна. Потом эта процедура стала проще, и их стало несколько десятков. Опять же, есть вопросы к тому, насколько они могут быть представлены в парламенте, но это другой вопрос, да, соответственно. Поэтому так. Ну что ж, у нас еще есть пара-тройка минут, и мы еще одну тему успеем обсудить. Так, медиарейтинг, да? Медиарейтинг, да, замечательные цифры у нас есть. На Башинформе, в частности, вышла публикация о том, как у нас Ульфат Мустафин занял 5-е место в медиарейтинге мэров ПФО. Медиалогия соответствующие данные подсчитала. Значит, уфимский сити-менеджер Ульфат Мустафин занял 5-ю строчку, уступив главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову, саратовскому лидеру Михаилу Исаеву, мэру Казани Ильсуру Медшину и главе Кирова Илье Шульгину. Дело в том, что медиа-индекс мэра Уфы по январским итогам составлял 7540 сообщений, а в феврале эта цифра опустилась до 5607. Кстати, я вот здесь согласен, что, в общем, недостаточно много публикует Ульфат Мустафин постов в социальных сетях. А вот, например, Ради Хабиров публикует их довольно много. Есть такое, да. Ну, например, 8 марта не исключением стал. Не да? исключение, Когда да. прям такой личный пост от временного главы региона, когда он лепил руками пельмени. Ой, тоже, конечно, на эту тему много споров, но так или иначе вот какая-то живость общения в этом деле возникает. Конечно. В этой связи к вам, друзья, вопрос такой простой, вместе с тем, наверное, сложный. Если вы подписаны где-нибудь в социальных сетях на Радия Хабирова, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы подписаны на Ульфата Мустафина, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47. Наверное, надо так уточнить, да? Вы подписаны только на Радия Хабирова. То есть на Ульфата Мустафина вы не подписаны. Ну да, давайте так. Да. В таком фильтре будет. А вот 262 72 48 вы подписаны и на Ульфата Мустафина тоже. И здесь неважно, подписаны ли вы при этом на Хабирова или нет. То есть мы даем фору градоначальнику Уфы, в общем, такую да. легкую, да? Потому хорошо, что, логично же, да, быть конечно. подписанным на Радия Хабирова и не быть подписанным на Ульфата Мустафина. Иначе, наверное, невозможно, да? Да, но вот мы сейчас можем прямо в прямом режиме проверить. У Ральфа Фаридовича там огромное количество подписчиков, 234 тысячи. Это где? С хвостиком. Это в Инстаграме. Я сейчас только. зашел, да, а сейчас посмотрим. Если вы подписаны на Радия Хабирова и не подписаны на Ульфата Мустафина, 262 72 47. То есть вы его читаете где-то ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Значит, это Радий Хабиров. Если вы и на Ульфата Мустафина тоже подписаны, 262 72 48. Ну, я здесь сразу скажу от себя, что я в первый же день, когда появились аккаунты и того, и другого, у Радия Хабирова, когда он еще в Красногорске работал, Ульфат Мустафин, когда Уфу возглавил, я тут же подписался. В общем, иначе нельзя. В общем, следить надо, да? Ну да. 18 800 у Ульфата Мансуровича. То есть в 10 раз меньше. Более чем в 10 даже, да? Это в Инстаграме. Но, опять же, здесь целое искусство. Уметь вести аккаунты собственноручно или с чьей-то помощью, Ну нет, помощью конечно нет. Неужели кто-то верит в это? Да мне кажется, там есть специальные люди. Но это здорово. Так и должно быть. Все-таки глава города и региона должен быть в первую очередь открытым человеком. Ну, на мой взгляд. Потому что у нас огромное количество представителей власти не умеет просто общаться даже с людьми. А когда ты видишь такой вот пост, где человек смотрит в камеру, в джинсах, в рубашке, мнет тесто, видно, что делать не совсем профессионально. Проникаешься к нему симпатией? Или ну, что как минимум, происходит? ты понимаешь, это же технологии, все здесь, ты как минимум понимаешь, что он живой человек. Ульфат Мансурович, конечно, тяжелее. Возможно, он очень сильный хозяйственник, но все-таки представитель власти должен быть еще и медийным лицом. Я в этом очень сильно уверен. Потому что когда есть медийность, есть совершенно другое восприятие. Ну вот результаты налицо. Да. 100% из тех, кто проголосовал, нет, секунду, 61% подписаны на Ульфата Мустафина, и все-таки 38% на Ульфата Мустафина тоже. Так, еще раз. На Радия Хабирова, соответственно, 61 и 38 на Ульфата Мустафина. Наше время подходит к концу. Прощаемся с вами и до новых встреч. Мягкой посадки вашим батарейкам.